Может ли стать агропромышленный комплекс в нынешних условиях драйвером экономики Гагаузии? Здравствуйте. В студии Екатерина Михайлова и Павел Арнаут. Это «Диалог в студии», программа открытых вопросов и ответов. Контактный телефон 249-60, электронный адрес gagauzradius@mail.ru. Как снизить риски и защитить урожай, о мерах поддержки сельхозпроизводителей. Об этом и не только мы поговорим с гостем нашей студии Андреем Димитрогло, начальником управления ПК Гагаузии. Андрей Петрович, здравствуйте, рады вас видеть. Здравствуйте. Закрытие сельскохозяйственного сезона в Гагаузии отмечается торжественным проведением Касама, национальный праздник гагаузов. Ну а ярким дополнением является празднование Дня вина. Уже в предстоящее воскресенье в Камрате ожидается много гостей. Чем порадуете их? Какие мероприятия будут организованы? Да, действительно, в это воскресенье мы ждем гостей со всех концов нашей республики. Будут гости за границей, дипкорпус, будет много руководителей агрохозяйств, винодельческих предприятий, примары, председатели районов соседних Гагаузии. Ожидается, я бы сказал, рекордное количество наших гостей, потому что приглашены многие, звонят заранее, звонят уже нам за 2 месяца. Люди знают, что есть такой праздник большой в Гагаузии, делается 1 воскресенье ноября, и все это ждут. Мы очень готовимся, стараемся, чтобы этот праздник прошел на очень хорошем уровне. Практически все идет к этому. В этом году будет больше всего участников со стороны винодельческих предприятий на этом мероприятии. И Национальный офис вина – это генеральный спонсор нашего мероприятия. Они ежегодно помогают проведению этого фестиваля вина. Они установят тоже свое подворье большое и выделили очень хорошую сумму для проведения этого прекрасного праздника. Скажите, в прошлом году этого праздника Дня вина не было. Не было. А в 2020 году, когда был коронавирусный 2020 год тоже мы пропустили. То есть уже сейчас на 3-й год мы возобновляем те винодельческие традиции, которые были присущи нам на протяжении всего времени. Совершенно верно. Но лучшее вино, безусловно, это все характеризует праздник вина, да? Проводятся конкурсы на эту тему. В этом году кто изъявил желание принять участие в конкурсе виноделов? В этом году среди физических лиц, фермерских хозяйств был проведен такой конкурс торгово-промышленной палатой. Определены места. Эти люди будут на данном празднике награждены. Это будет 10 человек, которые произвели самые лучшие вина, и они определены уже будут награждаться. Кроме этого, будут награждены лучшие винодельческие предприятия, которые по своим показателям и экономическим, и по продвижению Гагаузии, по наградам полученным, по по обобщенным данным, по всем показателям, лучшие из лучших винодельческие предприятия будут награждены. Также будет гран-при выделено самому лучшему винодельческому предприятию, и будут награждены также на фестивале вина лучшие виноградарские хозяйства, производители винограда. Это все производители, которые здесь производят свое хозяйство на территории Гагаузии? Да, это наши экономические агенты Гагаузии, которые зарегистрированы в Гагаузии и проводят свою экономическую деятельность в Гагаузии. Виноградники, винодельческие предприятия Гагаузии. Остальные все винодельческие предприятия, кто будет участвовать на фестивале вина, мы их пригласили со стороны, с республики. Это очень крупные, показательные винзаводы, это как Криково, Барза Алба, Милейш Тимич, Кастель Мими, очень крупные, хорошие винодельческие предприятия, ну и другие, я сейчас на память всех не помню. Они получат тоже дипломы за участие на данном празднике. Андрей Петрович, скажите, какая сумма будет выделена из регионального бюджета для проведения этого фестиваля? Дело в том, что мы сейчас еще
отмечаем все наши потребности в финансах. То есть сумма еще не подбита окончательно? Не подбита, у нас есть много спонсоров, и окончательная сумма, конечно, еще пока не подбита, но работаем в этом направлении, чтобы все, что мы наметили, чтобы все прошло на должном уровне и профинансировалось, конечно. А скажите, как шла работа с иностранными партнерами? Ну, иностранными партнерами в основном у нас работает Главное управление внешних связей Гагаузии. Они привлекли очень много гостей. Это в первую очередь дипломатический корпус, руководство страны было приглашено. Это их работа, они держат с ними связь. И, как я и сказал в начале нашей беседы, что многие наши иностранные тоже партнеры, гости звонили заранее, спрашивали, в этом году будет ли, потому что они знают, что в Гагаузии этот праздник проходит особо красочно и особо очень на высоком уровне. Ну, я так понимаю, что относительно концертной программы, это, безусловно, в ответе за это ваша коллега Марина Семеновна, но, тем не менее, какие будут культурные мероприятия организованы, кто приедет к нам? Марина Семеновна просила нас все секреты не выдавать. Ага, вот она, как все-таки всегда, будет сюрприз. Она, как всегда, на очень высоком уровне проведет это. Я знаю несколько новшеств, которых не было в другие годы. Тоже не хотелось бы говорить о них, и поэтому, пользуясь сегодняшним эфиром, хочу всех, кто слышит нас, пригласить на этот праздник, чтобы они пришли и увидели вот эту красоту, что будет показано нашими детками в первую очередь, нашими коллективами Гагаузии, и тех коллективов, которые будут приглашены со стороны. Попрошу вас надеть наушники, к нам поступил телефонный звонок. Алло. Здравствуйте. Здравствуйте. Я с Кангаза. Как зовут вас? Меня Ефимия. Я хотела бы представиться Александру Петровичу. Александр Петрович, я хотела бы узнать, я вам подошла насчет... У меня сын СПК КРМ работал растворщиком на виноградарстве. Ему в данный момент натуроплата нету. За виноград дали всем натуру, его ущемлили. На каком основании я, мать, растворчиком работал, я все время стирала его вещи. Я инвалид 2 группы по зрению. И 2-3 дня оставляла ее под колонкой, чтобы постирать его вещи, как воняли. Скажите, Ефимия, а администрация этого предприятия КРМ вам что отвечала? Отвечала в данный момент у нас СПК КРМ бригадир Степан Ильич Шабанов. Ему не дал, 130 выходов имеет, ни у кого нету, пожалуйста. Инспектор труда пусть подойдет и посмотрит, сколько у него выходов, инвалид 2 группы. С детства. Спасибо. Его заставляли с раствором работать. На данный момент ему ничего не дали. На каком основании? Не знаю, да даже отпуска попадется или нет. Спасибо, Ефимия, за ваш вопрос. Да. Столь эмоциональный. Я хочу сказать, что действительно, если человек работал, и он тем более инвалид, я приглашу к себе руководителя СПК КРМ. Там нормальный руководитель. Я думаю, что Карасини Родион Михайлович, думаю, что мы проведем беседу, и этот человек получит, соответственно, в своей работе, получит то, что ему причитается. Это я вам говорю, и могу тоже пригласить к себе потом, и переговорим тоже с вами. Это частный вопрос, поэтому думаю, что он решится. Если женщина обратилась сюда, что называется, помощи ищет везде и всюду. Поэтому действительно стоит откликнуться и проявить понимание к создавшейся ситуации. А мы еще поговорим о виноделии, Андрей Петрович. Год выдался... Причем и предыдущий год достаточно сложным для наших виноделов. Какие возможности у них были в текущем 2022 году? Я имею в виду экспорт молдавских вин. Да.
К сожалению, экспорт молдавских вин затруднен. В первую очередь, вы все понимаете, в связи с ситуацией, сложившейся с войной в соседней стране. Это страна, через которую в основном шли наши все грузы, не только винодельческая, но и плодоовощная продукция на восточный рынок. И Беларусь, и прибалтийские страны, и Украину, и Российскую Федерацию, и Казахстан даже. Вот, все шло через Украину. Поэтому очень вот это повлияло в первую очередь на логистику. Себестоимость продукции выросла в связи с тем, что транспортные расходы подорожали на экспорт, и приходится этот же путь, который раньше он был значительно короче, делать через Турцию, через европейские страны. Вот. И в связи с этим упал в некоторой степени экспорт наших вин. То, что находят наши винодельческие предприятия, свои рынки на Западе, в западных странах, он тоже есть. Количество стран увеличивается, но, к сожалению, объемы не такие уж значительные. Вот. Но стараются, хозяйства работают. В этом году был неплохой урожай винограда. Гагаузии собран более 7 тонн с гектара. Это считается неплохим урожаем. Даже в условиях этого года засухи был урожай хороший, и качество урожая неплохое было. Тем не менее, имея в своих предприятиях остатки вин прошлых лет, перед началом сезона виноградарства, виноделия, сбора винограда, руководством Гагаузии было сделано совещание с руководителями винодельческих предприятий, где попросили всех, даже имея вина в остатках, все-таки виноград этого года принять, переработать его. Потому что если ситуация будет такая, что некуда будет сбывать, естественно, будут корчеваться виноградники, чтобы до этого не дошло, потому что впоследствии придется уже искать виноград. Руководители винодельческих предприятий пошли навстречу, заготовили этот виноград, на поле ничего не осталось. Вот, и думаю, что в дальнейшем потихоньку, может быть, наладится ситуация с экспортом и улучшится ситуация в виноделии. Давайте выслушаем еще один вопрос, который к нам поступил. Здравствуйте. Алло, добрый день, Катерина. Добрый день, Андрей Петрович. Добрый день. Андрей Петрович, слушай, вы сейчас затеяли вопрос, в соседней стране идет война. Это, конечно, нехорошо. Но я вам скажу, свежий 2 часов назад пример. Я сегодня была в таможне, переехала границу, по документам. И там столько эти Украины, вот это Болградский район, ордая инсан кайназол таможня, Андрей Петрович. Все едут в Кишинев, оформляются как беженцы и получают деньги. А когда нам обратят внимание, у нас Чебан-Чарай, что говорит, еще повысил газ. Куда еще? А? Я как увидела с теми детьми 2 годика, 3 годика, кто пешком переходит границу. От транспорта, а такие машины, они едут в Кишинев за помощью. Как это так, Андрей Петрович? Я не знаю, просто дяшала, да можно? Вы из какого населенного пункта? Я с Тамая какая, но я поехала в Болград, как его, в ЗАГС, там мне нужен, мои корни там в Димитровске, и мне нужен был папин свидетельство. То есть вы очевидец того, насколько большие очереди, да, на таможенных пунктах? Даже таможенник говорит, ой, извините, говорит, у нас сегодня такая пробка, и я одному таможеннику говорю, а что, говорю, эти люди, я сперва не поняла, но мой сын говорит, мама, эти все едут туда. Я спросила одного таможенника, он говорит, а что вы спрашиваете, они ваши гагаузы? То, что, как он выразился, русская агрессия подчинила им вреда. У нас идешь оформляться на пособие,
извините, я пару секунд. Идешь оформляться, у вас велосипед есть, телевизор есть, не знаю, что есть, не знаю, что есть. Пусть заедут в Волгоградский район, пусть заедут в любое село, и пусть они увидят, как они живут. А они там все как куркули, извините за выражение. Спасибо. Спасибо за вопрос, спасибо, что вы с ГРТ. Не знаю, что ответить. Ситуация в самом деле... Да, сложно. Дело в том, что действительно есть люди, которые очень пострадали от этой войны. Вот, и есть законы республики, которые в этих случаях реагируют на таких людей. Вот, но, может быть, есть и те люди, которые вы упомянули, злоупотребляют гостеприимством, или так назвать. Но это не нашего направления вопроса. Я думаю, есть компетентные органы, которые за этим следят, делают какие-то выводы и будут приниматься меры. Понятно, что тяжелая ситуация. Да, понятно, что никто не хочет оказаться в такие ситуации не должны быть вообще, но женщина, если является очевидцем, то и тоже трудно сдержать свои эмоции. Конечно. Давайте поговорим о нашем сельском хозяйстве, о том, как оно может развиваться и какие у него возможности есть. В Гагаузии из-за непринятого до сих пор законопроекта о бюджете текущего года вопрос субсидирования остается открытым, так, Андрей Петрович? А вот на будущий год составит фонд субсидирования 5 миллионов леев. Какие условия вообще выставлены потенциальным получателям? Я бы сказал, что вопрос субсидирования не проблема. Она на этот год была выделена в бюджет Гагаузии 5 миллионов лей. Фонд на этот год, 22-й, да. И 23-й тоже, соответственно, такая сумма. На 23-й год тоже такая сумма. Понятное дело, что бюджет, как всегда, у нас очень тяжело рассчитать эти суммы доходов, потому что ситуация очень тяжелая, и наш бюджет социально направленный. Очень много людей получают помощь, и особенно в это тяжелое время, и школьники, и люди, которые имеют очень маленькие доходы. Вот. Но, тем не менее, на экономические программы тоже исполнительный комитет предусматривает и поддержку предпринимательства, и вот, как мы затронули, фонд субсидирования. В прошлом году или на 22 год было выделено 5 миллионов леев. Было выделено субсидии 2 транша. Первый раз экономические агенты получили чуть более 4 миллионов лей. Вот, и сейчас буквально на днях были перечислены еще около 800 тысяч лей нашим экономическим агентам. На следующий год также будут субсидироваться те экономические агенты, которые направляют свои инвестиции в те меры, по тем мерам или по тем направлениям, как мы говорим, которые особо значимы для сельского хозяйства Гагаузии. Это строительство теплиц, это приобретение тракторов, которые здесь собираются в Гагаузии, это посадка садов, виноградников, капельное орошение, приобретение племенного стада, приобретение элитных семян полевых культур и экологическое производство продукции. Вот эти направления субсидируются. Если есть экономические агенты, которые будут сюда инвестировать, то естественно, что мы примем документы, проинспектируем данное производство, и они получат в соответствии с нашим законом и положением субсидии, которые им будут перечитаться. Год, можно сказать, завершается. Они могут воспользоваться теми условиями, которые предусмотрены в бюджете 22? Да, они все получили. Они получили уже первый раз, это в мае месяце было, и вот второй раз вчера были перечислены деньги всем остальным экономическим агентам, которые подали свои документы. Сейчас уже, которые экономические агенты будут подавать свои документы после 1 ноября, они будут уже соответствовать положению,
которое будет предусмотрено на 2023 год. То есть у нас год субсидирования, он начинается с 1 ноября предыдущего года и длится до 31 октября уже того текущего года. Получается, что бюджет не принят, но все-таки такая возможность была найдена для сельхозпроизводителей. Но мы работали по временному бюджету, да, мы работали, да. И временный бюджет предполагал 5 миллионов лей на эти субсидии. Мы обязательно эту тему продолжим. Сейчас у нас звонок. Здравствуйте. Здравствуйте. Представьтесь, будьте добры. Я хочу обратиться к депутату. Это Самая пенсионерка. Я хочу спросить насчет этого. Да, дают помощь пенсионерам по 3 складометра дров. Но дают по такой цене, что у нас пенсии недопустимо, этого не хватает на это. Как нам перезимовать? Первый вопрос. А второй я хочу спросить насчет этих арендаторов. Кто может повлиять немножко на них? Потому что мы ждем, пенсионеры-инвалиды, ждем год, чтобы что-то получить, чтобы какой-то прибыль, чтобы у нас было. Нам дали по 200 килограмм пшеницы от всего то, что они взяли с гектара. А дальше что нам делать? Как нам жить? Они за наши земли поднимаются, а пенсионеры чем выживать? Чем мы можем выживать? Пожалуйста, депутаты могут повлиять на это, вчера у нас был депутат Народного собрания Гагаузии. Вот если бы вы его спросили, конечно, было бы намного уместнее, чем сегодня, потому как у нас в гостях глава управления агропромышленного комплекса. И как раз второй вопрос на второй вопрос он и ответит. Спасибо, что вы с ГРТ. Хотелось бы начать с первого вопроса, тоже пару слов. Значит, был вопрос по дровам. Действительно, ситуация очень сложная. И есть некоторые категории граждан, которые получат дрова, хотя, конечно, для вас это тоже высокая цена, но это считается льготная цена. 875 лей за складометр дров – это льготная цена, что на рынке мы видим дрова и 1500 и выше стоят. Для многих это неподъемно. Тем не менее, для необеспеченных, малообеспеченных пенсионеров выделяются по 3 складометра, потом еще по 2 складометра будет выделяться дров. Но мы обобщили информацию и посмотрели, и даже то количество дров, которое может наш лесхоз заготовить совместно с примариями, он будет недостаточен. Поэтому вопрос газа надо руководству решать республики. Мы же на месте будем стараться максимально, что можно сделать по дровам. Сейчас начнется обрезка виноградников, садов. Там тоже будут уже и лоза, и ветви садов. Будет корчевка виноградников, садов в соответствии с программами, то, что есть в Гагаузии. Все это будет направлено для того, чтобы люди смогли каким-то образом выходить из этой сложившейся ситуации. По вопросу выдачи квот, да. В каждом селе, каждый экономический агент имеет свои договора по квотам для граждан, и они выполняют эти договорные обязательства. Естественно, если вы говорите 200 килограмм, я не слышал такого еще, это очень мало на гектар. Но вы можете позвонить в наше управление, Главное управление агропромышленного комплекса. Мы работаем с руководителем агрохозяйств. До сих пор не слышал, чтобы кто-то не рассчитался, но, наверное, разберемся, почему именно такая низкая цена, низкая оплата за гектар. Позвоните, пожалуйста, к нам в управление. И посмотрим, будем разбираться. Спасибо, Андрей Петрович. Еще один телефонный звонок. Возможно, что даже наушники снимать не следует, потому как один звонок за другим. Мы рады вас приветствовать. Здравствуйте.
Здравствуйте, Кангас, Сатов Кирилл Кириллович есть такой. Уважаемая Екатерина, уважаемый Андрей Петрович. Народу принято ценить работу руководителей. Кого критиковать, кого хвалить. Вот Иван Николаевич Калиогло был на этом же эфире. Я им задал вопрос об отсутствии тротуара по улице 28 июня вдоль первого садика. Иван Николаевич услышал, и неинтересно никому, откуда нашел средства, и тротуар уложил, что порадовал детей, родителей и работников садика. Благодарность Ивану Николаевичу Калиогло с занесением в личное дело. Спасибо, Кирилл Кириллович. Вот спасибо. Такие вещи мы еще не слышали, это здорово. Далее. Что касается по винограду. В этом году виноград был 3-3,5 лея. Это очень такая. Ни один экономист не докажет, что это рентабельная цена. Но в этом и есть вина. Я, конечно, не хотел бы так напрямую, но Андрей Петрович и ваша, так как вы являетесь начальником управления сельского хозяйства. И винзаводы принимают по смешанным ценам. Зерно отправляют сырьем. Я как-то вам говорил на этом передаче. Вот. Вы говорите о проведении День вина, но опять же вы скрываете, какая же сумма будет. Это тоже народу интересно. Ну ладно, это все такая должен быть День вина, все. Но почему же вы не прислушиваетесь к мнению Кирилла Кирилловича Статова, чтобы вот это запустить мельницы, чтобы купить расфасовочные агрегаты, установить цеха, чтобы открыть рабочие места, виноградники и тому подобное. Ведь это же все можно делать. Не зря, что там война или что-нибудь такое. Все, спасибо, если можете, что-нибудь ответьте. Спасибо, Кирилл Кириллович. Да, Кирилл Кириллович, я отвечу. Дело в том, что я как-то говорил вам тоже на передаче, что мы не запускаем такие производства, ни правительство, ни исполнительный комитет, ни в других государствах, ни народное собрание, они не запускают. Это дело бизнеса. А мы должны помогать этому бизнесу для того, чтобы они запускали такие проекты по переработке. Поэтому у нас и включено в субсидирование Гагаузии приобретение оборудования для переработки продукции сельскохозяйственной. Если экономический агент хочет запустить мельницу, или он хочет делать мини-консервный завод, выпускать там соки какие-то, перерабатывать свежую сельскохозяйственную продукцию или зерновые, то из фонда субсидирования Гагаузии на это направляется 40% стоимости этого оборудования, то есть почти половина. С республики он может получить 50% стоимости этого оборудования. Поэтому, если есть такие желающие экономические агенты, которые могут инвестировать в это производство, то для них есть большая поддержка. На уровне исполкома эти вещи не делать. Мы не имеем возможности или права ставить такие производства. Это дело бизнеса. Мы же делаем площадку для того, чтобы бизнесу было легче. Они видят наши законы, видят постановления, положения видят, вот, и, соответственно, решают вопросы для того, чтобы внедрять эти производства. Льготные условия предусмотрены для них? Конечно, предусмотрены льготные условия. Кроме того, что есть поддержка по субсидированию, если это экономический агент молодой, до 35 лет, он еще получает 10%, а в республике 15% поддержки, то есть возмещение его затрат. Повышение цен на топливо не могло не сказаться на состоянии аграрного сектора. Некоторые даже прогнозировали банкротство сельхозпредприятий. Все мы знаем о том, что крупнейшими потребителями дизтоплива являются, конечно же, фермеры. Андрей Петрович, какие пути находили гагаузские аграрии, и обещанная со стороны правительства помощь дошла до адресатов? Да, ситуация была сложнейшая в этом году. Мы видели в летнее время каждый день повышение цен на дизельное топливо, на другие виды топлива.
было очень сложно. Наши экономические агенты, большинство, которые более крупные, они заранее подготовились к уборочным работам, заготовили немного дизельного топлива. Более мелкие были в худшем положении. Тем не менее, мы вышли достойно, убрали урожай и первой, и второй группы хлебов. Сегодня сеются уже, практически завершаются посевы озимые хлеба на будущий год. Кое-где они взошли, попали в влажную почву после тех дождей. Кое-где они в сухой почве лежат, но надеемся на дожди. Топливо, то, что бралось с 1 января по 30 июня топливо, оно будет, акциз будет возмещаться государством. Многие экономические агенты подали свои заявки в АИПу. То, что было приобретено после 30 июня до 31 октября, также до 15 ноября будут приниматься документы агентством по интервенции и платежам, и экономические агенты получат акциз на это топливо. Кроме этого, хочется сказать, что в связи с засухой в этом году очень сильно пострадали наши сельхозугодия, и Главное управление АПК выезжало по всем примариям, по всем экономическим агентам, которые обратились за помощью, и даже на все поля, где пострадали эти сельхозугодия, был выявлен ущерб, составлены акты. Всю информацию Главное управление АПК обобщило и передало уже, соответственно, в Министерство сельского хозяйства для того, чтобы в дальнейшем тоже была оказана помощь этим экономическим агентам от засухи. 2 недели назад к нам приезжала международная организация ФАО, это структура от Организации Объединенных Наций, которая перепроверила наши документы, наши акты на соответствие представленных их правительству. И также мы выехали с ними, показали те экономические агенты, которые еще не успели убрать свой подсолнечник, виноград не успели убрать. Мы показали, на каком уровне остаток этого урожая был и что мы получали. И действительно они убедились, что те поля, где мы были, урожай кукурузы вместо запланированных 4-5 тонн было около 400 килограмм и ниже. Поэтому мы ожидаем, что будет принято решение по помощи экономическим агентам от засухи этого года. У нас вопрос есть на электронной почте, и он практически, что называется, в тему. Здравствуйте, Гагаузское радио. Скажите, пожалуйста, вопрос гостю. Какие сорта семян можно посеять, чтобы получить нормальный урожай, так как у нас в регионе в основном засуха, а в последнее время получаем не такой высокий урожай, как хотелось бы. Где у нас в Гагаузе можно приобрести такие семена? А то видел, что у некоторых людей на полях был хороший урожай, у некоторых подсолнух до метра, с кукурузой то же самое. Спасибо. Во-первых, хотелось бы сказать, что мы, Главное управление агропромышленного комплекса, в течение года проводим от 10 до 14 семинаров с руководителями агрохозяйств. Об этих семинарах мы сообщаем и примариям для того, чтобы привлекать мелкие сельхозпредприятия, потому что работаем мы в основном более крупными, имеем связь с ними, а всего зарегистрировано более 1070 экономических агентов в Гагаузии, которые занимаются производством. Для того, чтобы узнать конкретно, какие семена, есть очень много сортов, есть очень много гибридов и есть культуры и пшеница, и ячмень, и кукуруза, подсолнечник и другие, целый ряд культур. И то же самое и сортов десятки. Поэтому
лучше всего, чтобы данный экономический агент или частное лицо, я не знаю, кто нам обратился, скорее частное лицо. Да, чтобы они подошли к нам в управление сельского хозяйства. Есть специалисты, которые вас примут и конкретно разъяснят, какие культуры, какие сорта или какие гибриды нужно. Но хотелось бы отметить, что не только зависит урожай от сорта или от гибрида. Очень много факторов, предшественник, что было на этом поле, какая технология, какая техника применяется, своевременность проведения операций. Это очень много от этого зависит, поэтому очень было бы неплохо, чтобы эти люди посещали наши семинары. Сегодня в Гагаузии есть 5 семеноводческих хозяйств. Несколько лет назад их было 2 только. 5 семеноводческих хозяйств, которые высевают самые лучшие на данный момент районированные для нашей зоны, которые подходят под наши условия засухи, там недостаточного увлажнения, семена, и у которых можно приобрести эти семена. Вот. Если данный экономический агент, он зарегистрирован в Гагаузии, он еще может и получить субсидии на эти семена. 25% стоимость этих семян возвращается в виде денег ему, в виде субсидий. Это подсолнечник, это кукуруза, это все семена, которые производятся здесь, да, у нас в Гагаузии. Начиная с озимой пшеницы, ячменя, гороха. Там, и так то есть не только лидер, фермер агрохозяйства, но и частное лицо может... Частное лицо не может, только те, которые зарегистрированы. Это фермерские хозяйства, крестьянско-фермерские хозяйства и выше все виды предпринимательской деятельности в сельском хозяйстве могут. Главный приоритет в аграрном секторе – это, конечно же, выпуск высококачественной и конкурентоспособной продукции, поэтому многие фермеры обращают особое внимание на урожайность, на производительность труда, изучают экспортные возможности. Этим летом запрет на импорт молдавских продуктов, мы уже говорили частично, но импорт в Россию сильно ударил по аграрному сектору. Какие возможности использовали наши аграрии? Да, в момент, когда Российская Федерация, вернее Россельхознадзор, запретил прием свежей сельскохозяйственной продукции из Молдовы, куда попали и аграрии Гагаузии, не могли больше вывозить свою продукцию на Российскую Федерацию. Нам в некоторой степени повезло, потому что мы здесь на юге, конкретно в Гагаузии, занимаемся в садоводстве косточковыми породами. Мы выращиваем больше косточковыми породами. Мы выращиваем вишню, черешню, персик, абрикос, сливу. Вот эти культуры, кроме поздней сливы, они были уже реализованы к тому моменту. Мы успели их экспортировать, в том числе и в Российскую Федерацию. И оставался у нас только оставалось яблоко. Яблоко в основном наше, оно идет на промпереработку большей части. И яблоневые сады тоже предназначены для промпереработки. У нас есть в Камрате большой завод, на который завозится это яблоко, и кроме этого из центральных и северных районов привозится яблоко туда. Поэтому мы в этом году не особо пострадали, можно сказать. Но имея в виду, что уже в следующем году, уже начиная с мая месяца, мы будем иметь новую продукцию, в том числе и косточковые породы, которые в этом году мы успели реализовать, то мы столкнемся с большой проблемой. Поэтому в этих условиях мы предпринимаем меры. Мы обратились и в Министерство сельского хозяйства, и в Ассоциацию сельхозпроизводителей Гагаузии, которые выехали в министерство, говорили с министром нашим. Кроме этого, есть обращение
буквально вот 2 недели назад было обращение письменное, подписанное Башканом Гагаузии, председателем Народного собрания Гагаузии, правительства Российской Федерации, Россельхознадзору, для того, чтобы приехали, проинспектировали наших производителей, наших экспортеров на то, что мы будем соблюдать все условия для того, чтобы вывозить на свою продукцию в Российскую Федерацию, не имея вот этих карантинных объектов, которые запрещены в России. Берем на себя такие обязательства, что продукция вся будет качественная, без этих карантинных вредителей. Поэтому я думаю, что будем в этом направлении еще работать, связываться и постараемся для того, чтобы в момент, когда наступит время реализации нашей продукции, мы имели возможность экспорта в эти страны. А мы говорили о винодельческой продукции, имеется в виду вина бутилированные, да? В основном они идут на экспорт. Андрей Петрович, мы в основном говорим о европейском рынке, так скажем, да, и о традиционном российском. Но так уж получилось, что сейчас Россия ограничила поставки, но у нас есть возможность выходить на восточный рынок. И говорилось раньше о том, что есть доступ на китайский или японский рынок. Это насколько соответствует истине? Напомните. Ну, возможность экспорта на китайский рынок есть всегда. И на западный рынок есть, и на восточный. Но воспользоваться этим возможностями надо, пробивая эти рынки, работая с ними, добиваясь каких-то контрактов. Это очень непросто. Тем более эти страны, и Япония, и Китай, очень далеки от нас. Вот, это связано с тем, что продукция, дойдя до Китая, она приобретает совсем другую цену. Тем не менее, у нас есть экономический агент, который нашел этот рынок и имеет возможность и начал уже реализовать свои проекты по доставке туда своих вин. Это есть такое вино у нас Новак называется, да, Новак Андрей Семенович, вот, нашел через экономические форумы, через выставки, нашел возможности поставки своих вин на рынке Китая, вот, и начал в этом направлении работать. Сейчас какие вызовы стоят перед Гагаузией, вызовы касательно сельского хозяйства? Ну, вызовы, я бы сказал, сегодня нам бы преодолеть вот эти трудности, которые стоят перед нами. В первую очередь видим, что год складывается не совсем хороший. Наши озимые хлеба, то, что были посеяны, некоторые взошли, некоторые еще в почве. Хотелось бы, конечно, чтобы они до зимы все взошли, раскустились. Тогда есть уже некоторые уже гарантия получения какого-то урожая. Но будем надеяться на дожди в ближайшее время. Сложности в сельском хозяйстве также определены дороговизной энергоносителей, в первую очередь горюче-смазочных материалов, вот, а также удобрений. Удобрения до 90% мы получали от Российской Федерации. Вот, удобрения тоже и подорожали, и их нету. Ищутся другие варианты. Мы сейчас в ближайшее время готовим один семинар, куда пригласим производителей или экспортеров удобрений из других стран. Вот, и будем иметь как бы встречу с ними для того, чтобы наши экономические агенты увидели возможности, другие удобрения, которые вносятся в более меньших количествах, и можно выйти из какого-то с этой ситуации тяжелой для того, чтобы приобретать удобрения, чтобы они имели такой же эффект, вот, но как бы менять те привычные нам удобрения для того, чтобы выходить как-то из положения.
Ну и в заключение, Андрей Петрович, сейчас какие работы ведутся на полях Гагаузии и с какими проблемами приходится сталкиваться нашим фермерам? Сейчас в основном завершаются все полевые работы. Самый такой, скажем, горячий период осенью, это примерно с 15 сентября и до 7-8 ноября, как мы говорим, до Касыма, надо завершить все работы, чтобы потом уже было легче, потому что если не завершили до 7-8, потом начинается похолодание, потом меняется погода, уже и все виды работ, которые делаются после этого периода, они значительно более дорогие, и техника работает уже в холодных условиях хуже, и почва уже не та, и требуется больше энергоносителей. Поэтому мы ставим задачу, чтобы до 7-8 ноября завершили все работы на полях. И примерно оно так у нас и делается. Мы на днях уже завершаем уборку винограда. Завершается уборка кукурузы у нас в эту неделю. Посев озимых культур тоже практически завершен. Остались буквально единичные хозяйства. То, что мы планировали, 45 тысяч гектар озимого клина, мы его отсеяли. И сейчас ставится техника на хранение. Эту тоже операцию надо обязательно сделать. Экономические агенты технику обслуживают, поднимают ее на специальные подставки, чтобы техника была в хорошем состоянии, хранилась. Где можно ее завести под ангары. Вот, и в таком состоянии где-то сливать воду необходимо, потому что начнут морозы. Вот, и буквально уже в течение вот этой недели все эти работы будут завершены. Ну и готовиться уже будем на весну. Но все мы наверняка уже с хорошим настроением приближаем мысленно воскресенье, потому как будет День вина, и, безусловно, следом будут празднества по случаю Касыма. У вас есть возможность, Андрей Петрович, обратиться к жителям Гагаузии, к тем, кто нас смотрит и слышит. Да, хотелось бы с жителям Гагаузии. Время тяжелое. Многие говорят, а зачем проводить праздники? Время же тяжелое, надо экономить. Понятное дело, но даже во время войны в 1941-1945 году звучали концерты в блокадном Ленинграде. Необходимо, конечно же, жить дальше, проходить через эти трудности. Чем может Гагаузия своим жителям постарается помочь. Мы постараемся с управлением сельского хозяйства, что сможем помочь людям нашим. Но вот такие праздники, их надо тоже проводить, чтобы люди выходили, веселились своими семьями, видели какие-то позитивы. И я думаю, это немножко улучшает настроение и заставляет людей жить. Я вас всех приглашаю, кто слышит нас сегодня, приглашаю руководителей агрохозяйств, производителей винограда, вина, всех выйти в этот день и простых остальных жителей Гагаузии выйти и отпраздновать, попробовать на площади молодое вино, попробовать вареное вино, глитвейн, как говорят у нас. Вот, будет интересный праздник. И Касым, Андрей Петрович, самый ну и следом будет Касым, да, Касым хороший праздник гагаузов, когда все животные уже закрываются дома. Это праздник, который говорит о том, что сельскохозяйственный год пришел к завершению. Большой праздник будет проводиться в Чедерлунге в связи с Касымом. Можно туда приехать, будет выставка животных, тоже там большая сделана. И кто любит эти мероприятия, тоже приглашаем, пожалуйста.
Андрей Петрович, спасибо, что приняли наше приглашение участвовать в сегодняшней передаче. И также хочу выразить и наши поздравления по случаю праздника гагаузов Касым. Поздравить вас и всех слушателей с таким чудесным, красивым осенним праздником. Счастья вам, добра и мира. Всего доброго.